binansagang wild beast na si Adrian Lirasan ay muling mapapalaban kontra sa undefeated knockout artist na kalaban. Gagawin ng bakbakan sa baluarte pa ng kalaban sa bansang Tanzania. May record itong si Adrian Lirasan na 14 wins, 7 losses, 6 via knockout, habang 6 wins, 0 loss, 4 via knockout naman ang kalabang prospect ng Tanzania na si Salmin Kasim. Ang laban ay para sa bakanting WBF Intercontinental Super Bantamweight title. Bagamat undefeated at knockout artist at sa lugar pa ng kalaban gagawin ang suntukan, ay tila di na ito bago kay Adrian Lirasan dahil ilang beses na din siyang lumaban kontra undefeated at salupain din ng kalaban, pero nakuha pa din niyang maka-upset at manalo sa suntukan. Gaya na lang noong Hunyo 2024, dumayo siya sa bansang Kazakhstan para kasahan ang undefeated at knockout artist prospect nila na si Samat Shetibayev. Sa laban ay bugbog sarado lang ang inabot ng kalaban mula sa galing at tibay ni wild beast Adrian Lirasan. Kaya malaki ang tsansa ni Kabayan na makakuha ulit ng panalo at maiuwi ang bakanting titulo. Pero bago ang bakbakan niya kontra Tanzania, ay sabay-sabay muna nating balikan ang huling upset win ni Adrian Lirasan na nangyari nga sa bansang Kazakhstan kontra undefeated knockout artist na si Samat Shetibayev. Из которых 4 нокаута, и его соперник очень титулованный, опытный боксер из Филиппин по версиям WBA и WBC в легчайшем весе. В рейтинговая строчка, но сразу футов их разделяют, но для Филиппин, но посмотрим, насколько Лирасан обладает тем потенциалом и потенциалом. Да, но не только не каждому филиппинцу, наверное, японского боксера, который, на мой взгляд, по праву является категорией абсолютно чемпион мира сразу двухвесовых. И по первым минутам скажу, что очень крепкий парень. Хорошо. Удар держит. Посмотрите, какие хлёсткие наносит сам удары. Очень точно, выверено. Ну и сам одержал Самат на профессиональном ринге. 7-ю победу одерживать. Ну и не зря, конечно же, Самат в поединке. А я напомню, что Таиланда в полулегком весе, с которого 20 побед. Лирасан. Лирасан в целом в своей профессиональной карьере 13 побед одержал, из которых 6 нокаутов. Проводит такой свой юбилейный 20-й. И, конечно же, он проделал такой долгий победой в своем 20-м поединке накануне на пресс-конференции, отвечая на вопросы в боксе. Снизу так апперкотом попробовал Лирасан. Ух, какой выстрел сейчас. Передней левой рукой и потом очень хороший такой справа выстрел. Бьют очень жестко, акцентированно. Вполне вероятно, что в этом бою может у нас и... близко и пытаются пробивать одиночными ударами. Как размашисто здесь начали пробивать и... Ой, как здорово, посмотрите. Мощнейший удар в исполнении Адриана. И сразу у нас публика оживилась в зале. Вновь точного попадания. И все, третий раунд у нас. Так, четвертый раунд стартует. Мы переходим уже во вторую половину житбай. Ну, вновь ребята с наверное, же по ходу все опции. Причем очень жестко прям втыкает. Посмотрите, как здесь, сидя в комментаторской кабине, смотреть по завершению боя.
не была видна вот эта его маленькая фишечка. Боковым. Пятый. Активнее работать. В общем, голову идти вперед в поединке против Адриана Леросана. Может быть, сам Адриан и ожидает, когда соперник пойдет. Готов, Самат ответил утвердительно. Ну, Самат Джитаба не тот парень, который может сдаться по ходу боя. Ну, безусловно, он будет Борденко, который наблюдает за происходящим действием. Он вице-президент Казахстанской Федерации, один из величайших казахстанских боксеров за всю историю 80-го года. Воевали серебряную медаль. Представитель медицинской бригады и спросит, ну, способен ли Самат выходить на последний 6-й раунд. Ну, в целом, мне кажется, что ничего такого прям катмены, угловые, как могут активно. Да, ищет Самат варианты для развития своей атаки. Здесь уже немного на дистанцию у боксеров. Бахтияр Жакапов, который работает на этом поясе рефери. Но очень активно сейчас Самата просит какой жесткий сейчас обмен ударами в голову. Адриан Лерасан. Сонымен Адриан Лерасан жеңіске жетті. Пятый боксшының қуанышын